В целом, извините, я просто тоже отойду чуть в сторону. В целом, вся наука построена для того, чтобы переварилась пища, а именно поделилась на чистое, нечистое, плотное, неплотное. То есть чистое, нечистое, чистое питает дальше все ткани тела, а нечистое снова делится на плотное, неплотное, а именно моча и кал. То есть так происходит очень много периодов, пока не поделится в чистая часть еды, пока не превратится в яйцеклетку. То есть это большой период вот этого перехода. Почему семейные обеды были популярны? То есть именно семья обедала всегда дома. Именно для того, чтобы увеличить пищеварение. То есть это самое главное. В обед мы можем есть все, что угодно. Любой. Все, что угодно. Прекрасно. Вот для тех, кто сладкоежки, переел сладкое, например, ну, пускай даже неважно, утром, днем в обед, переел сладкое, и что вот прям на ночь лучше съесть или к вечеру? Кипяток. Кипяток? Кипяток. Почему? Я просто всех прошу пить кипяток. Просто вот. Не вот, чай, вот, а кипяток? Да. А почему? Кипяток. Объясните. И еще важно, извините, договорю, важно кипяток свежескипяченый, свежей воды, свеженалитой воды, скипяченой воды. Неповторный, Не да? повторный ни в коем случае. Вот кулеры и все остальное – это очень большая проблема на самом деле. Вот. Ну, это отдельный разговор. Как бы. Да, так почему кипяток пить? Потому что это самое первое лекарство. Даже это после сладкого? Обязательно после То есть сладкого. вот тортик, сладкий Да. чай, конфетки, а потом кипяток. Да. Мы съели старой пищи какой-либо, ну, предположим, ну вот нет другой, да, вот у нас дом пришел, съел старую картошку там двухдневную или борщ. Отвратительно. Чем мы можем это компенсировать? Что потом нам съесть? Кипяток. Попить? Снова кипяток, снова кипяток. Вот я настоятельно. Почему вы просто массу, объем больше делаете еды, и тогда у вас ядов меньше попадает? Ну, так можно объяснить. А почему кипяток, а не холодная вода? Потому что кипяток помогает перевариванию. А почему не чай? Хорошо. Почему не Потому отвар? что чай у нас горький по вкусу, мы еще добавили сахар. Он 2 раза холодный. Он и горький, и сладкий. А если сахар не добавлять? Он горький. А горький можно запивать тяжелую пищу? Но если он прохладный, горький вкус. 3 вкуса теплых, жгучий, кислый, соленый. 3 вкуса прохладных, сладкий, горький и вяжущий. Смотрите, у нас еще, я вдруг случайно узнала, тоже когда готовилась к программе, о том, что вот пища должна быть вся свежая, а единственное, что должно быть старое, это зерно и хлеб. Почему, чем старше зерно, ну, из которого что-то уже приготовили, не обязательно хлеб, тем лучше? Можете объяснить? Конечно, но не только зерно, это касается и мяса, сухофруктов, в том числе орехи. То, что высыхает, то есть не становится влаги, и они получают свойство быстрого переваривания. Снова возвращаемся к тому, что все висит на том моменте, чтобы мы быстро переварили. То есть хорошее переваривание было. Еще раз напомню, деление на чистое, нечистое, плотное, неплотное. Вот что у нас происходит внутри. Мы делим 2 раза. И на чистое, нечистое, и плотное, неплотное нам надо поделить. И вот нам надо так съесть еду, чтобы это деление произошло. А если его нет, то мы зря потратили деньги в магазине, по сути.